Пора ЕГЭ уже началась. Правда, пока госэкзамен сдают досрочно и в резервные дни. Сегодня на испытания заявлено 18 человек. Это те, кто не смог сдать экзамены в основной период досрочного этапа по уважительным причинам. Одна из них Малика Костоева. У нее по расписанию в один день выпало 2 выбранных предмета. Я сдаю историю, потому что 10 числа у меня не получилось. У меня была химия в этот день. Я выбрала и в медицинский, и также хочу посмотреть, получится ли у меня сдать историю. Я в прошлом году сдала обществознание, добрала нормальные баллы и готовилась 3 года. И химия, биология ходила дополнительно, и история общества ходила. Период сдачи досрочного госэкзамена ничем не отличается от того, что происходит в основной период. Правила остаются неизменными. С собой у ребят только паспорт, причем без обложки, черная ручка и знания, конечно. Только участников меньше. Для них подготовлено 6 аудиторий. Сегодня они сдают историю, химию, иностранные языки, информатику и географию. Я пересдаю химию, так как в прошлом году мне не хватило нескольких баллов для поступления в тот вуз, который я хотела. И поэтому в этом году я пересдаю, чтобы набрать побольше баллов и поступить туда, куда я хотела. У меня в планах поступить на стоматолога. Надеюсь, у меня, как и у всех, получится набрать те баллы, которые мне нужны, и поступить в тот вуз, в котором я хочу. Испытание, во время которого как никогда нужны силы, терпение и умение справиться с волнением. А сами экзамены не такие уж и сложные, признаются участники ЕГЭ. Экзамен с истории. Все про экзамен. История, обществознание, химия, биология и русский язык. Истории. Дополнительный хаос, Вся аудитория оборудованы камерами, а значит, скрыться от всевидящего ока не получится. Если нарушение будет зафиксировано, пересдать можно будет только в следующем году. Организаторов и работников на пункте больше, чем сдающих экзамен детей, поэтому, я думаю, все будет как по маслу. За сегодняшний день никаких нарушений не было ни со стороны организаторов, ни со стороны сдающих экзамен детей. При этом уже были случаи на прошлых экзаменах с нарушениями, обнаружено запрещенное устройство, всякие разные случаи были и со стороны организаторов в том числе. Но мы, как принимаем меры, делаем все необходимое, что, в общем-то, и положено сделать всегда. Экзаменационная кампания традиционно проходит в 3 этапа. Уже 26 мая стартует основной. Он продлится до 1 июля. Также с 6 по 19 сентября запланированы дополнительные дни для сдачи ЕГЭ. Тамара Хашагульгова, Асхаб Белакиев, Новости 24.